Подмосковье, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Саратовская, Челябинская, Калужская области и Ставрополье. За полгода на территории различных регионов страны было около 3 десятков нападений на военкоматы. Зачастую поджигатели действуют по указаниям телефонных мошенников. При этом злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов. Требуют выполнить определенные действия, чтобы жертвы не потеряли деньги со счетов в финансовых организациях или избежали уголовную ответственность за действия, которые потерпевшие и не совершали. Республику волна поджогов обошла стороной, но многие из-за мошенников потеряли деньги. Преступления, совершенные с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, они в Республике Ингушетия, то есть начинают свой оборот с 2018 года и в дальнейшем повышаются. В Республике Ингушетия на сегодняшний день возбуждено 37 уголовных дел, и 17 уголовных дел они завершены расследования, то есть дела направлены в суд. Фактов призыва к деструктивным действиям после совершения мошенничества в Республике Ингушетия не зарегистрированы. Работают мошенники по-разному. Жительницу Можайска убедили поджечь военкомат якобы работники банка. По телефону сообщили, что на нее хотят взять кредит. И чтобы это остановить, необходимо обрызгать жидкостью военкомат. В Московской области 20-летняя девушка пыталась поджечь военный комиссариат за 250 тысяч рублей. Зачастую мошенники пользуются финансовым положением своих жертв. Гражданин изначально получает свое вознаграждение, это небольшая сумма. И после чего думает о том, чтобы быстрее обогатиться, переводит свои денежные средства больше и больше. То есть в этом и заключается суть методов мошенников, о том, чтобы изначально сделать так, чтобы человек нуждался в том, чтобы получить определенные денежные средства, которые в действительности он не получит. И в дальнейшем манипулирует страхом о том, что данные денежные средства он может потерять. То есть ему необходимо еще перевести или произвести какие-либо действия. Мошенники, заставляющие россиян поджигать административные здания, в том числе военкоматы, действуют в основном из-за границы. Гражданам, если такой факт имеет место быть в Республике Ингушетия, никаких действий не принимать. В случае, если к ним поступило такое требование, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, проведут определенную работу для того, чтобы вернуть их денежные средства, то есть их имущество. В случае, если, опять же говорю, что поступило требование о совершении каких-то неправомерных действий и так далее, то есть это повреждение объектов, эти действия влекут за собой уголовную ответственность. Статистика говорит, хоть и в регионе не было фактов с призывами к поджогу зданий, много случаев обмана жителей республики. Перевел преступнику 200 тысяч рублей, из-за мошенников потерял 100 тысяч. Ежедневно по сводкам прокуратуры, Следственного комитета или МВД проходит хотя бы один вид мошенничества. Каждый обманутый думал, что его это не коснется и уловки хитрых воров-психологов сможет обойти. Нужно запомнить одну истину: сотрудник банка или правоохранительной системы никогда не требует реквизиты банковских карт и тем более перевести деньги на другой счет. Услышали такую просьбу? Выключайте телефон. Муслим Ганиев, Султан Булгучев, Магаз 24.